Несмотря на суровый северный климат, экстремальные морозы, сковывающие голосовые связки, якутская земля известна многими прекрасными мастерами профессионального оперного искусства. Еще издревле в народе Саха рождались легендарные певцы, и народная память сохранила их имена. Так голос великого певца Артамона обладал звучностью, пение душою. От его пения женщины впадали в истерику, мужчины обессиливали, сохли деревья, и люди теряли рассудок. А другому певцу, Мачаяру, даже платили за то, чтобы он только не пел, так как если бы нашелся второй такой певец, то из 3 деревьев одно бы обязательно погибло. Вот человеческому голосу такой необычайной мощи народ придавал сакральное значение. Певец считался отмеченным высшими божествами, но как бы взамен дара лишался чего-либо физически. В этом смысле в истории якутской оперы уникальны судьба и личность Матвея Матвеевича Лобанова, народного артиста Якутии и России. Вряд ли можно найти второго такого певца с полпроцентным в сотых зрением, достигшего высокого мастерства в оперном искусстве. Почти незрячим он был с рождения. Но вот абсолютно точно сказал о нем режиссер Александр Хороленко, впервые приехавший в Якутск. Я сразу понял, что в Якутии есть 2 больших события, 2 явления. Это открытие якутских алмазов и бас Матвея Лобанова. Редкий бас широчайшего диапазона и роскошного тембра. Невозможно остаться равнодушным к человеческому подвигу незрячего певца. Остается склонить голову перед его великой силой духа и волей этого человека. Ведь он 40 лет пел на оперной сцене и спел 23 ведущие партии и большой камерный репертуар. Мне он запомнился совершенно потрясающим по драматизму мельником в опере «Русалка», а также в таких разноплановых партиях, как Гремин в Евгении Онегине и Дон Базилио в Сивильском цирюльнике. Мастерски звучали его «Князь Игорь» и «Кончак» в опере «Князь Игорь», в постановке известного московского режиссера Романа Тихомирова, который всегда восхищался голосом и высоким профессионализмом Матвея Матвеевича. Естественно, незрячесть певца сказывалась на статичности сценических образов, но вокально он воздействовал как никто. Надо признать, это было правдой. Но чтобы завоевать право выйти на сцену в спектакле, он изучал вместе с режиссерами буквально каждый сантиметр сцены, работая порой до глубокой ночи. Матвея Матвеевича всегда и повсюду сопровождала его супруга Валентина Дмитриевна Бородина-Лобанова. Она его домашний педагог и режиссер, а в театре личный гример и костюмер и парикмахер. Сама даровитая солистка оперы, она очень высоко ценила вокальный талант супруга и буквально приступом и с боем добивалась для него каждой партии. Понятно же, что далеко не все директоры хотели выпускать слабовидящего солиста спектаклей на сцену. Но в начале их семейной жизни Валентина Дмитриевна как-то сказала: «Я нашла на дороге в пыли никому не нужный алмаз и сделаю из него бриллиант». Так и получилось. В нашей республике всем это хорошо известно каждому. Уже в 90-е годы Матвей Матвеевич часто стал заходить в наш театральный музей и что-нибудь всегда рассказывал, то с грустью, то со смехом. Тогда, уже после кончины Валентины Дмитриевны,
Его было не узнать. Он ходил неухоженным и одиноким пенсионером. Некоторые свои театральные как-то сторонились его, особенно после того, как он пытался заработать на городском рынке своим великолепным басом, как он говорил, на мясо. Ведь басам нужно мясо. Вот после этого случая наш первый президент Республики Саха-Якутия Михаил Николаев назначил дополнительные выплаты артистам со званием «народные», за что все они потом благодарили и Матвея Матвеевича. Вот в таких беседах я как-то и подала ему идею мемуаров, и он попросил меня же тут же помочь ему в этом. Так, сначала с июля 1994 года мы вместе с ним приступили к аудиозаписям 10 кассет. В течение года я расшифровывала их и систематизировала, обрабатывала. Это был очень интересный процесс. Ведь мемуары как жанр тем и привлекательны, что в них предстает живой характер человека, его живая речь со всеми излюбленными выражениями, эмоциональными всплесками. Книгу мы назвали «Бельканто в якутских снегах». Перед читателями проходят многие забытые и полузабытые имена, и оживает дух уже давно ушедшей эпохи. Человек, что тебе дано от рождения, и как ты сумеешь этим распорядиться в своей жизни? Возможно ли незрячему человеку совершить в самом себе буквально космический скачок, как это сделал Лобанов? Вот на эти вопросы и отвечает жизнь выдающегося певца. Свое обращение к читателю Матвей Матвеевич начинает с вопроса: почему всегда говорят, что искусство требует жертв от артиста? В день перед спектаклем певцу не надо много есть, не надо много говорить и так далее. Но это пустяки по сравнению с тем, что певец должен быть сам жертвой своего искусства, так как он вынужден бороться с самим собой постоянно, бороться и побеждать. И так всю жизнь, если хочешь петь. Говорю так, потому что сам вот уже более 40 лет пою, несмотря ни на что. Если одному певцу приходится бороться со своими голосовыми материалом, другому со слабостями характера, то я ежечасно и ежедневно, кроме всего этого, преодолевал свои естественные недостатки, нездоровье и мое слабое зрение. К тому же меня постоянно одолевали мучительные трофические язвы. Но из этого я все-таки выходил победителем. Победил все, что надо было, и судьбу преодолел, потому что победил себя сам. Вот почему я адресую эту книгу своим молодым коллегам-певцам. Мысль о книге сразу понравилась мне, и книга стала моей новой целью, новой работой, которая придала творческий смысл моей однообразной за последнее время жизни. И вот я вспоминаю и, конечно, заново переживаю далекие ушедшие годы. Сколько помню себя как певца, рядом со мной всегда были талантливые энтузиасты якутского искусства, дирижер Галина Кривошапка и концертмейстер Полина Розинская. А разве мог я когда-либо думать, что в моей жизни будет общение и дружба с величайшими мастерами русского вокального искусства: Иваном Козловским, Марком Жейзиным, Сергеем Мигаем. Это было самые счастливые годы, годы моей учебы в Московской консерватории имени Чайковского. Многое, наверное, забывается, а я прожил такую непростую жизнь. И как же все это было? Мой отец, Матвей Миронович, и он там воевал против немцев, Германии, да, 14 год где-то там. Воевал и попал в плен.
из плена бежали. Была уже гражданская война, уже началась. Возвратился в Амгу, Якутии. Матерь. Типичная якутка. Среднего роста женщина. Но крепкая была. Она 8 детей родила. Вот мы трое оставались. Ну, мать была очень боевая женщина. Умная. Хотя безграмотная, но умная. Вообще я на пение не очень-то стремился. Мне как-то голос вроде появился. В 48 году начал. Просто. В лесу. Боярышники там все. Приходилось долго-долго петь. После операции я очками пользовался, уже чувствовал себя счастливым человеком. Потом поехал в Якутск. Да, поступать в музыкальное училище. Экзамен уже закончились, вроде бы так. Но меня слушал один Хрыжин был такой. О, бас-баритон. Прямо определил. Ну, на всякий случай пробовался я там, на радио. Пришел на радио, хор сажает меня. А почему я должен садиться в хор? А мне была такая уверенность. Я буду петь как Шаляпин. Как раз Крыжин меня похвалил. Вот это голос, редкий голос. Это Шаляпин настоящий. Я же был невоспитанный, неотесанный. Возомнил себя, понимаете? Самолюбие. Самолюбие толкало все. И тщеславие, и самолюбие. Вот потому-то я пошел далеко. Да. Как говорится, слишком далеко пошел. Я консерваторский год считаю самым счастливым. А со второго курса я сдавал на отлично. Досрочно, между прочим. Первые полгодия уже я стал стипендиатом имени Сталина. На пятом курсе мне были очень интересные встречи. Небольшой комический концерт дал я. Пел я «Сомнение», Мельника, арию Филиппа. И заканчивал куплетами Мефистофеля. И какой был успех, это в большом зале. Все встают, цветы дарят, кто, понимает, поклонит, стойко. Вдруг я увижу там Иван Семенович Козловский, Марк Иосифович Рейзен. Подходит ко мне очень мягкая рука. Матвей Матвеевич, я вас очень поздравляю. У вас великолепный голос. Просто выдающийся. Я вам скажу, певец. Вот таким тоном. У вас мировой голос, мировой бас. Да вы меня слишком хвалите, понимаете, так нехорошо случается. А то я буду зазнаваться буду. Рейзен меня поздравляет, история смеется. Ну, Матвей Матвеевич, вы меня поразили. Это Рейзен говорит. Это Рейзен говорит, не кто-нибудь. Да? Потом сказал, великолепно пели. Козловская меня приглашает домой. Ну, пойдемте ко мне поужинать. В студии-то надо же иногда ужинать. Хорошее волнение такое. Ну так, понимаете, улыбка такая у него детская такая. Вел машину. Козловский, да. Ну, братец мой. Наш душу, понимаете, так сказать, заставили плакать. Вот даже, понимаете, Марк плакать. И мы были, у него там дом. У меня будет узбекский плов. Вы пока погодите там, попойте там, Марк Осипович что-нибудь сыграет вам. Да даже мне даже не снилось, что вот такая встреча. Я тем счастлив,
Эти люди были как раз великие люди. Они так просты. Я с ними подружил и каждый раз ходил к ним. Мигаем давным-давно. Я Мигай тоже по-своему полюбил так. Бордер Лобанова именно имеет огромное значение в моей жизни. И поэтому мы не должны забывать об этом. Это человек высокой культуры, интеллекта. Она меня вела потихоньку к медленному к оперному искусству, пониманию оперного искусства, пониманию сценического, так сказать, искусства. И столько мы читали книг, обсуждали, обогащался язык, русский язык мой, бедный. Я когда даже пел на уроках концертмейстерских, это, пел Мельника, сумасшедшая у нее, она плакала, сидела. Как ты трогаешь меня? Какое, мол, у тебя богатое нутро. Море, говорит, чувств. Море. Это человек, который может говорить так. Она сама певица, она сама оперная певица. Зная меня от и до, и она говорила, как ты заставляешь плакать. Вот она меня именно так вдохновляла. Если бы я этого человека не встретил, и откуда бы не имел Лобанова, именно вот этот человек спасла меня, моей беспомощности. И это все знают, мои земляки, коллеги, близкие, на улицах или и на автобусах встречают ее, целуют сахалар, и мягко терпят. За нашим Лобанова спасибо тебе, Бог тебе воздаст. Одним звуком сыт не будешь. Нужно расходовать голос, не форсируя, медзавочи. Надо обладать еще обертонами, понимаете? Как мне говорил, ставя князя Игоря Тихомиров, какие у вас обертоны? Он из зала кричал. Ну что за звучание? Прямо он не мог выдержать. Я тогда князя Игоря в 79 году нас обеих приглашает. Валентина Дмитриевна и меня, и Милянов. Лобанов потянет. Трехбаритальная партия. Надо попробовать. Мы согласились. Попробовали, ничего не получается. Я говорю, Валя, я отказываюсь петь. Ничего не получается. Но потом изучали не нашли. А мне вершина было творчество. Князь Игорь. Не сна, не отдыха, измученная душа. Когда это ария пел, Роман Ильич плакал. Он мне целовал. Средний пришел. А какая была фабула, а какая была соль была? Что надо? Железный, соль, металл, мясо. С мясом. Вот это то, что надо князю. Он говорил так, а потом я пел Кончака. Мне ближе Игорь. Ты одна, голубка лада, ты одна, винить не станешь. Самое сердечное место. Это самое красивое место и трудное. Жил-был король когда-то, при нем блоха жила. Блоха
блоха. Милее родного брата, она ему была блоха. Блоха, блоха. Зовет король портного: послушай ты, чурбан, для друга дорогого шей бархатный кафтан. Блоки кафтан? Блоки и кафтан. Блоки кафтан. Вот золотой бархат блоха наряжена, и полная свобода ей при дворе дана. Блоки. Блоки. Король и сан министра, и с ним звезду дает. За ними и другие пошли все блоки в ход. Ага. И самой королеве, и фрейлине мия от блох не стало мочи, не стало и житья. Ага. И тронуть-то боятся, не то чтобы их бить, а мы, кто стал кусаться, тотчас давай душить! Ха-ха-ха-ха!